Сегодня в рамках визита мы определенные итоги подводим, промежуточные, что сделано и какие дальнейшие наши шаги должны быть для развития системы здравоохранения совместной России и Абхазии. Хочу отметить, что положительная динамика произошла в Гаграх. Медицинская организация сегодня совместно с медицинскими организациями, с компанией «Росатом» стали формировать ряд технологий, которые позволяют обеспечить безопасность пациента при хирургических методах лечения, амбулаторных, в том числе и вопросы, касаемые комфорта пребывания пациентов. И за короткий промежуток времени произошли эти изменения. Посмотрели, как работает ранее поставленное оборудование, машины скорой помощи, оборудование рентгенологическое и ряд другого оборудования для защиты, в том числе в вопросах реанимации. Все используется, все работает, и это нас не может не радовать. Второй блок вопросов в больнице, которая за моей спиной сейчас, создано ангиографическое отделение и сосудистый центр. Это современная технология оказания помощи пациентам с инфарктами и с инсультами. Сегодня здесь проведено уже 211 операций, начиная с ноября месяца. И специалист, который владеет этими способами лечения, прошел подготовку в Чазовском центре в городе Москве. Также специалисты Чазовского центра приезжали сюда и отрабатывали технологии реанимационной защиты пациентов. Есть уже внедренная технология телемедицины, совместные обходы, и руководство центра здесь регулярно приезжает для того, чтобы посмотреть, как работает это все в практике. Ну и еще один такой немаловажный вопрос – это строительство детской больницы. Есть некоторая задержка по темпам развития, поэтому принципиально важно, что называется, строителей немножко подтолкнуть, потому что мы зависим от их сроков ввода и качества исполнения работ. Но в целом проект хороший, важный, и его соседство с взрослой больницей – это тоже такое решение, которое мультидисциплинарно позволит оказывать помощь совершенно на другом уровне. Именно врачебные бригады, команды, которые могут совместно при тяжелой ситуации оказать помощь, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Ну и еще в плане уже курации пациентов после лечения сердечно-сосудистой патологии здесь сегодня работать начал кабинет консультативный, который ведет и консультировать пациентов, перенесших сосудистые катастрофы. Все это уже современные технологии ведения пациента и коммуникации, поэтому мы видим, что движение идет позитивное и конструктивное. Еще одна важная веха в наших взаимоотношениях – это меморандум, который включает в себя позиции по помощи выстраиванию системы здравоохранения. То есть это своего рода такой аудит организационный и выработка стратегии развития на последующий период. Нельзя жить только тактическими вопросами, которые я сейчас говорил. В конечном итоге мы должны сформировать модель, которая позволит пациентам всей республики иметь доступ как к региональной составляющей здравоохранения, так и составляющей в городе Сухум, уже самого высокого уровня. Поэтому лекарственное обеспечение, вопросы информатизации и так далее, они все должны быть положены в единую стратегию, в единый план действий. После того, как мы сейчас начнем работу по стратегированию развития здравоохранения, уже выработаем часть уже дополнительных задач. А тактически сегодня это поставка оборудования, специалисты. Летний сезон обсудили, как усилить систему здравоохранения специалистами из России, в том числе поток отдыхающих высокий, для того, чтобы обеспечить экстренное оказание медицинской помощи. Мы в предыдущие годы усиливали специалистами из России и многие другие такие вопросы, которые, по сути дела, ключевая задача – безопасность. Безопасность при оказании медицинской помощи и доступность.